Завтра страна отметит День защитника Отечества, который в этом году еще и совпадает со столетним юбилеем образования наших вооруженных сил. Хотя декрет об организации рабоче-крестьянской Красной Армии Ленин подписал 28 января, по странному юридическому стечению обстоятельств праздник тогда совместили с 23 февраля. По задумке большевиков люди должны были передавать в этот день подарки, посылки бойцам и устраивали в их честь концерты. Позже были разные обоснования этой даты, но неофициальный праздник всех мужчин уже принял массовый характер, превратившись в одну из лучших традиций нашего времени. От всей лучшей половины нашей республики с Днем защитников Отечества поздравила в своем обращении спикер Госсовета Надежда Дорофеева. Дорогие друзья, День защитников Отечества не случайно считается поистине всенародным праздником. А в современной России это не только мужской праздник. Сегодня в армии служат и представительницы прекрасного пола. С большим поклоном выражаю слова благодарности всем тем, кто выбрал профессию Родину защищать, а также всем тем, кто сегодня кормит, обувает и одевает нашу армию. Поздравляю всех со столетием нашей славной Красной Армии и флота!